Проезды, освещение, урны и скамейки. В этом году на благоустройство республики выделено больше 120 миллионов федеральных рублей. Еще около 180 миллионов – средства республики. В проекте участвуют столицы регионов и моногорода. В Коми это Сыктывкар, Воркута, Инта, Емва и Жешерт. После почти 3 месяцев работы программы в регионе можно подвести первые итоги. Если брать именно Сыктывкар, то в большей части дворовых территорий работы уже завершены. Идет определенная приемка, то есть выезжает технадзор, проверяет объемы работ выполнены, качество асфальтового покрытия, наличие бордюрных камней, все то, что было заложено именно в смете. По другим дворовым территориям работы продолжаются. По общественным территориям в ближайшее время подрядчики приступят к выполнению своих работ. Надеюсь, что если все-таки погода будет позволять, я думаю, что в срок они уложатся и все работы выполнят. На одном из съездов в партии он прошел в Краснодаре, Коми получила хорошие оценки. И это при том, что мы в проекте участвуем впервые. Дедлайн обозначен – это конец сентября. К этому времени привести в порядок свои территории должны все перечисленные муниципалитеты. Это позволит выйти на больший объем федеральной субсидии. Но все же проект «Городская среда» позволит реализовать лишь часть задуманного. Многие намеченные идеи под ее рамки не попадают. Так, столица Коми сегодня в ожидании оформления одной из главных достопримечательностей Сыктывкара – новой набережной. В мэрию поступило больше полусотни предложений от жителей. Это и беседки, и спортплощадки, и арт-объекты. И подобные идеи должны реализоваться в тесном сотрудничестве с жителями, отметили партийцы. Если у нас идет улица, ее рассматривать нужно не отдельно, дорога и тротуары, это все вместе, да? Вот эти все решения, где озеленение, какое мощение, какой габарит, какое ограждение, все это должно быть прописано, да, и в каком-то едином стиле, естественно, это нужно обсудить с городом, чтобы жители также повлияли на это. И тогда у нас получится, грубо говоря, такой некий документ концепции развития города, который можно будет применять даже в последующем. Вспомнили на встрече и проекты, которые на некоторое время оказались забытыми. Так, именно с городских легенд, по мнению партийцев, началась последняя волна благоустройства столицы. Тогда в Сыктывкаре появились десятки новых арт-объектов. Речь в рамках этого проекта идет о том, чтобы заняться социокультурным программированием, да, о чем идет речь. Мы все это делаем для людей, да, и люди, которые туда приходят, должны чем-то заниматься. Они должны получать, условно говоря, культура улиц – это получение каких-то услуг, да, то есть чтобы там присутствовал бизнес, оказывал, сладкую вату продавал и так далее, попкорн, хот-доги, или, и дальше быть, по списку, или коми-шанги, да, но цивилизованно, понятное дело, да, чтобы это все было с точки зрения сан-гигиены и так далее. Поэтому именно с точки зрения организации каких-то активностей, в том числе и культурных. В числе канувших в лету оказалась и воскресная мозаика. Этакий праздник для всей семьи. Каждые выходные она собирала жителей на различных концертах, мастер-классах, ярмарках. И хорошо было бы подобные мероприятия возродить, заметили на встрече. Ведь именно они делают жизнь города насыщенной и разнообразной. Елена Кононова, Александра Головина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.